Я прошу вынести постановление, чтобы проводили детектор лжи, чтобы прошли вот это лжесвидетели все. И я, если доказывается моя виновность в этом случае, я прошу высшее наказание публично. После беседы со мной заместитель начальника по оперативной работе, не объясняя причины задержания, передал своим сотрудникам для обработки применения пыток и физические расправы, чтобы получить признательные показания. С момента задержания оперативные сотрудники забыли про нормы Конституции и требования Уголовно-процессуального кодекса Киргизской Республики. В течение 2 дней был жестоко избит мой младший брат Аскаров Хакимджан, 1953 года рождения. В Базаркурганском районной больнице врачи отказались ему в лечении из-за боязни милиции, и он вынужден был получить неоднократное лечение в Бишкеке. Жена брата Аскарова Хакимджана, Аскарова Турдухан, под наблюдением группы милиционеров была жестоко избита родственниками погибшего Сулайманова и также получили медицинскую помощь в Бишкеке. Уважаемый суд, уважаемые прокуроры, да, любой из нас может оказаться жертвой этой системы. Да, к сожалению, мы начинаем понимать все, что я говорю, только тогда, когда мы действительно окажемся там. Как мы можем говорить о пытках, если у нас любые заявления о пытках будут оборачиваться еще более жестокими пытками? Уважаемый суд, поэтому я считаю, да, вы в совещательной, конечно, будете принимать время решения, исходя из своей личной убежденности, да, но даже если вы почему-то уверены в его виновности, да, за его оправдание и освобождение ответственны те же самые оперативники, которые не умеют добывать доказательств своим профессионализмом и умом, следователи прокуратуры, которые попустительствуют нарушению процедуры, вот накажите их и освободите его. Для меня тоже все эти годы была головная боль, вот это дело Аскарова. Хотя я скажу так, что я сам был 15 с лишним лет в оппозиции. Я никогда не слышал про правозащитника Аскарова, про журналиста Аскарова. А вся эта история с Аскаровым вышла, когда мы попросили уйти в военную базу США. Поэтому, вы знаете, этот вопрос политизированный. Ну, то есть вы считаете, что этот приговор был законным? Вы знаете, это приговор суда. Участники процесса, я не был, где совершился инцидент преступления 13 июня 2010 года. Я не брал заложника Акима Базаркурганского района, таможенный паспорт Базаркурганского района, Секундно. Если я в этом, в уголовном деле, который указывает против меня обвинение, все ложь, клевета, я еще раз клянусь Аллахом, Кораном, у меня еще не пишется. Клянусь, если я был, где совершился инцидент, убийство сотрудника милиции, если я был, пусть проклинает меня Аллах, мою семью, моих детей. Почему? То уж столько времени ни один журналист в Базаркургане не смог
в Киргизстане не смог по Базаркургане писать? Потому что все боятся. Все боятся изложить истинные факты. Почему это произошло? Потому что можно было предотвратить. Когда я обращался 21 мая Исмаила Исакова, генерал Исмаила Исакова Джалабаду, что Базаркургане, ситуация в Базаркургане рассказал ему. Можно было предотвратить, но этого никто не хотел. Это кому-то нужно было